قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في محمد نبينا بنور هدينا، من مكة. По всему миру звучат слова азана, призывающего мусульман совершать намаз. Ради молитвы люди откладывают повседневные дела и спешат засвидетельствовать свою покорность Создателю. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла иляха илляллах. Ашхаду ан ла иляха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя аля салам. Хайя аля салам. Хайя аля фалам. Хайя аля фалам. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илляллах. Я Шклярова Хадижа. У нас в школе был объявлен конкурс «Месяц Рабиуль Авваль», посвященный к дню рождения нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И я прочитала салават 128 тысяч раз. Я Абдусалама Хадижа. У нас в школе был объявлен конкурс на месяц Рабиль Ауаль к дню рождения нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Я прочитала салават 7728 раз. Я Акара Фатима. У нас в школе был объявлен конкурс «Месяц Рабиуль Авваль» в честь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Я прочитала салавата 51 тысячу. Я Лив Джамаладзин. У нас в школе был объявлен конкурс «Месяц Рабиуль Авваль», посвященный ко дню рождения нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Я прочитала салават 74 тысячи раз. Я Билет Ванина. У нас в школе был объявлен конкурс «Месяц Рабиуль Авваль», посвященный ко дню рождения нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И я прочитала салават 12 тысяч раз. Я Гаджиева Ясмина. Я люблю своего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. У нас в школе был объявлен конкурс в месяц Рабиуль Авваль, посвященный ко дню Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Я прочитала 2053 салавата. Я Богданова Абдрахим. В нашей школе был объявлен конкурс «Месяц Рабиуль Авваль» ко дню рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Я прочитал 4000 салаватов. Билет, ученица 4 Б класса. В нашей школе был объявлен конкурс, посвященный месяцу Рабиль Авваль, к дню рождения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И я прочитала салават 28839. Я Джамалдинов Раджаб, ученик 4 А класса. У нас в школе был объявлен
конкурс, посвященный к дню рождения нашего пророка Мухаммада, салляллаху алейхи вассалям. У нас я прочитал салават 100 раз. حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى Рассказ о пророке Мухаммаде, салляллаху алейхи вассалям, и слепой иудеи. В далеком прошлом, в лучезарном городе Медина, неподалеку от рынка, проживал один старый слепой еврей. Он был язычником, у которого не было семьи. Он очень сильно ненавидел пророка. И каждый день, сидя перед своим домом, он призывал людей и говорил всем жителям Медины и приезжим торговцам очень неприятные слова за спиной пророка. Он обзывал его колдуном, обманщиком, злословом, сплетником, обвинял пророка в том, что он не делал. Асхабы пророка услышали эти обвинения, не выдержали и решили рассказать пророку об этом старике. Пророк, услышав это, пошел к этому старику и расспросил у соседей, как живет этот старик. И узнав, что старик был слепым, и у него не было ни детей, ни семьи, кто же за ним ухаживал? Тогда пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассалям, попросил свою жену Айшу приготовить еду для этого старика. И каждый день пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассалям, приходил к этому старику, чтобы покормить его. После его смерти Абу Бакр, самый близкий друг и асхаб пророка, продолжал его сунну, помогать больным и старым. Он первый же день, когда пришел Абу Бакр, старик спросил: «Кто ты?» «Я тот, кто приходил к тебе каждый день и кормил тебя». «Нет, ты не тот человек». «Как ты узнал, что я не тот, кто приходил к тебе раньше, ведь ты же слепой?» «У того человека, который приходил мне, был хороший запах, как у розы, и он своими мягкими руками смягчал мне еду, чтобы мне было легче кушать». «Знаешь, кто приходил тебя кормить?» «Нет». «Это был пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассалям, за спиной которого ты говорил очень неприятные слова, злословил, обвинял, он то зло, что ты причинял ему, пророк отвечал тебе добром, милосердием, заботой и прощением». Услышав это, старик понял, каким благородным, добродушным, заботливым, любящим людей был наш пророк Мухаммад, салляллаху алейхи вассалям. И ему стало очень стыдно. Он понял, что Мухаммад, салляллаху алейхи вассалям, был настоящим пророком с благородной душой. Тогда старик обратился к Абу Бакру и сказал: «О, Абу Бакр, я хочу стать мусульманином и быть похожим на пророка». «О, мой брат, как хорошо, что вы поняли свою вину и встали на верный путь. Нужно произнести шахаду, повторяй его за мной. Ашхаду ля иляха илляллах. Ашхаду ля иляха илляллах. Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Да примет давай твою шахаду и будет тобой доволен. После произнесения шахады старик стал мусульманином. يا بخت اللي لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبي